Соглашение подписано. Насыщенные на соглашения и взаимовыгодные встречи. На полях Петербургского международного экономического форума Ингушетии уже подписано 7 соглашений. Ушел из жизни дорогой Николай Дмитриевич Гайтукиев, ветеран Великой Отечественной, шел по своей нелегкой жизни с улыбкой. Долгий что? Ответственные оперативные штабы ежедневно выезжали на территории, где осуществляли свою работу общественный автотранспорт, проверяли маршруты, подвоз людей, работу автотранспорта. Итоги работы оперативного штаба в прошедшие праздничные выходные подведем в выпуске. Камера, видеонаблюдение, доступ, проход, вход, регистрация участников, полностью досмотр, все вот это все прописано, то, что есть у нас. Пока на выбор, а дальше обяжут. ЕГЭ по иностранному языку сегодня сдавали выпускники региона. Уважительно, без друг друга, скорость превышает скорость. Скорость, главное, скорость. Так постой паровоз или притормози водитель. Безопасность на железнодорожных переездах возвели в праздник. Сегодня особый день. Добрый вечер, это новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса республики. Документ нацелен на инновационное развитие электросетевого комплекса Ингушетии с применением технологий цифровизации в рамках долгосрочного тарифного регулирования, а также на формирование стабильных производственных и финансовых показателей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ». В рамках реализации документа Россети намерены внедрить в регионе цифровые сети с интеллектуальным учетом электроэнергии у потребителей в инфраструктуру электросетевого комплекса Ингушетии. В результате к 2020 году планируется повысить уровень цифровизации сетей Ингушэнерго до 96 с лишним процентов от общего количества установленных приборов учета. Также предполагается внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии у потребителей общей стоимостью 560 миллионов рублей, которая обеспечит удаленный сбор данных с 16 200 точек учета. Также предполагается снизить потери электроэнергии в сетях Ингушэнерго к 2022 году до уровня 20% от отпуска в сеть, а также на 15% снизить количество аварий на электросетевых объектах. Помимо прочего, ПАО «Россети Северный Кавказ» за счет собственных средств намерено провести технический аудит объектов электросетевого хозяйства на территории республики и по итогам сформировать программу модернизации, повышения надежности электросетевого комплекса региона. Мы подписанием этого соглашения расставили приоритеты и правила игры между Россетями и субъектами, в частности, Республики Ингушетия. В рамках этого соглашения мы получаем порядка 3,6 миллиардов рублей для того, чтобы провести ряд мероприятий. Реконструкции подстанций, в том числе, в частности, подстанции Назрань-Плиева, реконструкция сетей и ряд других мероприятий, которые счетчики поставить, чтобы людей приучить к платежной дисциплине, и ряд других направлений, которые систематизируют ту работу, которую мы должны провести в республике. Основная проблема людей – это, конечно, любая погода, небольшой дождь, ветер, отключение света. И мы сейчас за счет реконструкции сетей, за счет того, что будут заменены трансформаторы, за счет того, что будет налажена работа по счетчикам, минимизируем вообще угрозу отключения сетей при любой погоде. Ну и, конечно, важно, чтобы качество электричества не 150, а было, как и положено, 260 вольт. Поэтому над этим тоже работаем. Вот эта система, я благодарен сегодня Павлу Анатольевичу, новому руководителю нового направления, как оно уже называется, Россети Северный Кавказ, а уже не МРСК, благодарен руководителям за то, что они нашли такой подход, пошли к этому изменению, и мы еще планируем сейчас подписать, уточнить соглашение по передаче Россетям того хозяйства, которое у нас есть. Здесь тоже мы нашли взаимопонимание, чтобы деньги, которые
должен бюджет получить за это, должны пойти, опять же, на продолжение реконструкции, обновления наших сетей. Особое внимание в документах уделено совместным усилиям властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей и стабилизации финансово-экономического состояния отрасли. Об этом и не только подробно в сюжете Микаэла Тангиева. Знаковое событие для всего Северокавказского федерального округа. Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума главы 5 субъектов в присутствии полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Александра Матовникова и генерального директора холдинга Россети Павла Левинского подписали с руководителем компании Россети Северный Кавказ Виталием Ивановым впервые за всю историю документы, которые позволят спрогнозировать развитие энергетики регионов на ближайшие 10 лет и решить накопленные в отрасли проблемы. В рамках реализации соглашений Россети до 2024 года инвестирует в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности, энергосбережения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий. Особое внимание в документах уделено совместным усилиям властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей и стабилизации финансово-экономического состояния отрасли. Кроме того, для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов стороны договорились о консолидации энергообъектов регионов на базе Россетей. Как показывает опыт других регионов, переход на единое управление позволяет значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, внедрить передовые технологии. Сегодня очень важный день для Северного Кавказа. Проведена беспрецедентная работа совместная Россетей и субъектов, входящих в Северокавказский федеральный округ. Подготовлен в рамках стратегии развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации комплексный план развития Россетей в Северокавказском федеральном округе на ближайшие 5 лет. Сегодня подписано соглашение, которое дает старт реальной работе по наведению порядка в этой сфере в Северокавказском федеральном округе. Мы знаем, что у нас очень большие проблемы, и я благодарен Россетям за энергичную и эффективную работу по подготовке этой деятельности. Поздравляю всех с этим сегодняшним событием. Уверен, что в плановом порядке мы в течение 5 лет приведем в порядок все сети электрические на Северном Кавказе. Павел Левинский же в свою очередь поблагодарил глав регионов за совместную работу для решения стратегических задач развития энергетики Северного Кавказа. Огромная программа проектирования, которая сейчас ведется во всех республиках с точки зрения того, чтобы на 100% закрыть интеллектуальными системами учета в рамках программы цифровой трансформации периметр по границе с потребителями для того, чтобы обеспечить снижение потерь, доведение до нормативного уровня. И, конечно же, без поддержки глав регионов и полномочного представителя мы эту работу сделать не можем. Почему? Потому что мы зависим от тарифных условий, мы зависим от условий оплаты со стороны бюджетных потребителей, населения, промышленных потребителей, условия хозяйствования. И когда мы скрепляем это в соглашение, где прописаны конкретные действия и ответственность двух сторон, в тяжелейшей ситуации тарифы низкие, мы их сильно повышать не можем. Вот взвешенный баланс, как наращивать непосредственно оснащенность на местах без давления тарифа на потребителей, вот этот компромисс мы находим. И берем конкретные обязательства и по 100% оплате на оптовый рынок со следующего года, с середины года, и четкие планы по выводу НРСК из кризиса. Как отметил генеральный директор холдинга Россети Павел Левинский, уже к 2023 году сетевой комплекс Северного Кавказа выйдет на такой же уровень надежности и стабильности, как и в других регионах нашей страны. Микаэл Тангиев, Жередат Халухоева, Новости 24. Юнусбек Евкуров и Русалэнерго также заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта «Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия», который предусматривает создание в регионе дата-центра современного цифрового хранилища информации. Это будет первый дата-центр на юге России. Стоимость проекта, который предполагается запустить в 2024 году, составляет 350 миллионов рублей. Документ подписали Евкуров и председатель Совета директоров ООО «Русалэнерго» Альберт Боков. По словам главы Ингушетии, это абсолютно новый для республики проект, который будет способствовать цифровизации всех экономических и энергетических процессов в регионе. Предполагается, что дата-центр будет построен на Зрановском районе республики.
Вот два соглашения, которые были подписаны, я хотел бы особенно выделить. Это вторая очередь агрокомплекса Сунжи и подстанция, это в одном соглашении. И второе соглашение – это строительство такого центра, сервера у нас в республике. Это будет первый сервер, если удастся его построить. Первый сервер вообще на юге России. Потому что сегодня ближайший сервер, ближайший центр данных, он находится в Татарстане. И поэтому и субъекты Северного Кавказа все данные хранят на сегодняшний день в Татарстане. То есть что даст подписание этих двух соглашений? Ну, агрокомплекс Сунжа мы знаем. Первая очередь у нас введена в эксплуатацию. Вторая очередь еще крупнее. То есть если первая очередь это 10 гектар, то вторая очередь это еще 20 гектар. И в это же соглашение, как я сказал, строительство подстанции, я уже рассказывал до этого, что нам даст строительство подстанции. Это достаточно такое важное направление, потому что вот строительство такой подстанции даст нам снижение стоимости электроэнергии для бизнеса в первую очередь, ну и для населения, конечно же. Для бизнеса это даст снижение себестоимости производимой продукции. И, конечно же, они смогут тогда эту продукцию, производимую продукцию, гораздо дешевле продавать. То есть в этом плане они станут более конкурентоспособными. Что касается второго соглашения, о котором я говорю, это строительство вот этого сервера, базы данных. Ну, это действительно тоже такое хорошее направление, потому что это цифровая экономика, это то направление, в котором мы должны сейчас активизироваться, то направление, в котором мы можем преуспеть, продвинуться. И вот этот шаг, конечно, такой значимый шаг. Ну и уверен, что это нам даст такой толчок в развитии экономики. Спрос огромный, честно говоря, сам бизнесмен, который занимается этим, он достаточно успешный бизнесмен, он заранее, до того, как начать строительство этого проекта, он проанализировал рынок, сбыт, спрос на эту продукцию. И, конечно же, сейчас, когда они запустились, мы видим, у них на расхват уходит продукция. И я уверен, что и вторая очередь, продукция, которая будет производиться по итогам реализации второй очереди, также точно будет востребована. Конечно, мы анализировали тоже это направление, когда изначально была поставлена эта идея по строительству второй очереди, да, мы помогали, также точно проводили анализ спроса этой продукции. И на сегодняшний день, да, действительно спрос большой. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной, председатель Совета ветеранов Ингушетии Николай Гайтукиев. Человек, который в числе еще таких же мужественных и отважных людей повлиял на исход событий 40-х. Его первый бой состоялся в 1942-м. Тогда же он заслужил первую медаль за оборону Сталинграда. Гайтукиев был тяжело ранен в Польше. О победе он узнал, будучи на больничной койке. Всегда был улыбчивым, общительным. Еще год назад рассказывал нашей съемочной группе о том, что удалось преодолеть. На фронт Николай Гайтукиев попал едва ли не мальчишкой. Прошел почти всю войну, начиная с обороны Сталинграда, где служил телефонистом 169-й стрелковой дивизии. Свой первый бой он принял в октябре 1942 года. И тогда же за мужество, проявленное в боях с фашистами, заслужил свою первую медаль за оборону Сталинграда. Потом за боевые заслуги. В августе 1944-го уже в Польше Гайтукиев был серьезно ранен. Тогда же и наградили третьей медалью за отвагу. Я получил орден Отечественной войны второй степени. Вот эти награды я получал на фронте. Ингуши, как и представители всех народов нашей Родины, отважно сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Многие, чтобы уйти на фронт, приписывали себе несколько лет в документах. Всего защищали свою Родину более 10 тысяч ингушей. 46 из них были представлены командованием к званию Героя Советского Союза. Идет, воюет взвод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны пожары. Свою последнюю награду наш герой получил уже из рук президента страны Владимира Путина. В Большом Кремлевском дворце ветерана Гайтукиева в честь 70-летия Великой Победы наградили еще одну медалью. Он гордится тем, что на вручение в Москве Владимир Путин вызвал его первым. Гайтукиев Николай Дмитриевич
участник Сталинградской битвы. Он подошел, я нагнулся и вышел Путин навстречу. И он поздравлял меня с праздником. Ну, я, как обычно, вы сами знаете, поздравил его тоже с этим праздником. Вот так с Путиным я и разговаривал. После тяжелого ранения в Польше связист Гайтукеев вышел из госпиталя только через полгода. В госпитале он же встретил победу в Великой Отечественной войне и просто не поверил, что войны больше нет, что уже не надо на фронт. День Победы праздновали. Это и в госпитале я раненый, с ранениями лежал. Был ранен в левое бедро. Вот с этой ранением я оказался в День Победы в Харькове. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. Лина Цичоева, новости 20. Продолжаем выпуск. Пора подводить итоги прошедших Мархаш. Надо отметить, что по информации ГИБДД обошлось без серьезных происшествий на дорогах. Однако свои коррективы в общую картину праздника внесла непогода. После ливня с шквалистым ветром были зафиксированы перебои в подаче электричества. Их удалось оперативно устранить. Но в некоторых населенных пунктах вновь возникли проблемы с водоснабжением. Следили за ситуацией в оперативном штабе при правительстве региона. Праздничная сводка в сюжете нашего корреспондента. Вот и завершился трехдневный праздник Мархаш в регионе. В целом, по сравнению с прошлым годом, эти праздничные дни прошли без серьезных происшествий для жителей нашей республики. И это во многом благодаря слаженной работе оперативного штаба, сотрудники которого незамедлительно реагировали на все сигналы, поступающие в их временный офис, и направляли соответствующие службы к месту ЧП. Штаб реагировал оперативно, и вопросы, возникающие перед оперативным штабом, мы решали. А также оперативным штабом и ответственные оперативного штаба ежедневно выезжали на территории, где осуществляли свою работу общественный автотранспорт, проверяли маршруты, подвоз людей, работу автотранспорта. Особенно отличились работники МРСК «Ингушэнерго», которые уже в первый день праздника устранили несколько аварий на электросетях. Но беда не приходит одна, и эта проблема, как правило, влечет за собой и сбои в подаче воды. Впрочем, и этот вопрос удалось закрыть, как только электроподача была возобновлена в прежнем режиме. В прошлом году у нас таких аварий не было. Здесь короткое замыкание по Назрани. У нас был сильный обрыв высоковольтной линии, высоковольтной 110 кВ. Потом 35 тысячник выбило в сторону Кантышева-Далакова. Там у нас находится водозабор, которым мы обеспечим воду Волгобекский район. Там у нас перебои пошли. Потом в Нестеровке у нас короткое замыкание, вышли насосы из строя. Там пришлось в срочном порядке менять насосы и подвозить воду. В принципе, проблемы у нас были. По мере возможности проблем решали, подали мы воду. Нельзя обойти тот факт, что особенно в летний период проблема слабого водоснабжения не теряет своей актуальности для сельских поселений Плиева, Барсуки, Альтиева и Гамурзиева. Но терпеть нехватку живительной влаги жителям этих сел осталось недолго. Меньше чем через месяц многолетнюю проблему с водоснабжением сможет решить водозабор Магасской магистрали, на котором уже завершено строительство 6 скважин. Буквально дополнительных 6 тысяч кубов в сутки. Барсуки, Плиева, Газиюрт и Гамурзиева. Проблема отжидал из вопроса уже линия аяхка юлжи, уже 400 диаметр трубы уже буквально уже вход из Магасский водозабор. Цигирхи Хаица до Плиева, до онкологического центра, до тубольницы, отдельная ветка Хая.
Подводя итоги проделанной работы, заместитель председателя правительства Ингушетии Исрапил Латыров подчеркнул, что абсолютно все службы действовали оперативно и слаженно. А что касается ситуации на дорогах нашей республики в выходные дни, то здесь нужно отметить положительную динамику по сравнению с прошлым годом. В течение 3 праздничных дней на дорогах нашей республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия. По данным ГИБДД, основная масса аварий по-прежнему происходит из-за элементарного несоблюдения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. Такая утешительная статистика – это во многом заслуга сотрудников госавтоинспекции, которые в праздничные дни активно следили за порядком на дороге и в целом несли свою службу в усиленном режиме. Обстановка была спокойная, госавтоинспекция несли службу в усиленном варианте несения службы. Был проведен анализ совершенных ДТП прошлых лет в связи с, по времени суток, по дням недели. И именно с учетом этого анализа были направлены дополнительные наряды на те места, где характерно были очагами аварийности. Результаты, конечно, показали на сегодняшний день 4 пострадавших, 3 ДТП. В будущем работа оперативного штаба будет только совершенствоваться с каждым годом, для того, чтобы максимально минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций в выходные и праздничные дни. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Как важно быть добрым, наглядно показала акция «Месяц чистых дел». Это, по сути, флешмоб, объявленный главой республики в начале Рамадана, объединил тысячи людей, тех, кто мог помочь, и тех, кому очень нужна была эта помощь. Продукты, игрушки, стройматериалы и даже дорога. Фронт благотворительных работ выполнен, но рано объявлять конец самой инициативе. Сообща помогать нуждающимся можно не только в Рамадан. Жаридат Халухоева расскажет. Тысячам ингушских семей была оказана помощь во время Рамадана. Благотворительная акция, запущенная главой Ингушетии, принесла радость дома тех, кто уже и не надеялся на содействие. Флешмоб «Месяц чистых дел» удался. В Назране, например, более 40 семей получили денежные средства на иногороднее лечение. Для 35 жителей были приобретены лекарственные препараты. Материальная помощь в размере 60 тысяч рублей была выделена на проведение ифтара. Помимо этого, десятки семей получили стройматериалы для улучшения жилищных условий. 2000 блоков, 7000 кирпичей, 7 кубов леса и 5 тонн цемента – это не просто стройматериалы, а предвестники новой жизни, которой Харсиева планирует зажить уже очень скоро. Помочь в благоугодном деле поспешили в региональном отделении Почты России. Yıllardır işte sayır sahal vakti şu atış. Çünkü şil pışu diye katas aşil o sadoçha. Biraz joy sabadri ya cuma gibi dogri kastat satsu. Satsu hastar modal dog hastotsun. Zadal. Sunca гадди хай соцбисен жана бяяс согаттиха. В рамках акции проводились коллективные ифтары, благоустраивали улицы, обеспечивали стройматериалами и продуктами питания нуждающихся. В Малгобекском районе этот месяц заполнился раздачей 200 семьям жертвенного мяса, а также новыми дорогами. Обновилась одна из центральных улиц Сагапши – Горданова. Прямо в городе, а федеральный отбор не был. Ерчо иш не барьер. Ербулк бы я духа ерчо я хаштепар. Тахана садял ахетам хана. Шима медник сеншмет юнсбеку доштена. Суна сидин адар за веншхар. Абу бабер. Ер иш не бахер. Особенно у юртбаш наха. Протяженность данной улицы 1,5 километра, если быть точнее, 1470 метров. После укладки данного асфальтного покрытия центральная улица, другая Сагопша, выезд из Сагопша, она действительно разгрузится и будет удобно, комфортно. Очередная акция добра уже в Карабулаке. Срочного благоустройства требовала улица Грузинская. Ни такси, ни даже скорая помощь не могли заехать сюда беспрепятственно. Сейчас же передвигаться по ней по сравнению с тем, что было, одно удовольствие, делится Алихан Хадзиев. Здесь выложили гравий. Здесь большинство из-за дороги люди выезжали, на другую, под культуру выезжали, потому что здесь условий вообще не было. Здесь улицы
يقول تحت دقيقة الله هذا دادي يفتح بيتا فتح هذا كي داد نو وصل حد دوق ديك حد أرواش وصل شواش وزبادش شيء بيدي كده نقطة أكتيفيست. Всего в рамках акции было заменено 3 километра дорожного полотна. Переулок Промыслово и Градусово также отремонтировали. Дорогу предварительно засыпали гравием, затем уложили гранулет. Помимо этого, в священный месяц в городе провели ремонтно-ямочные работы. Все это в первую очередь для удобств местных жителей. Во втором микрорайоне также проведена работа по прокладке новых дорог, где там не было, по 5 улицам с гравийным покрытием. Оттуда у нас поступало очень много обращений граждан на то, что не могут в дождливую погоду выехать, автотранспорт не могут, и кареты скорой помощи, что нас больше всего беспокоило, не могут подъехать по заявкам населения. В рамках проведения республиканского флешмоба «Добрые дела» нами запланированы и ведутся такие работы. Чистые помыслы и добрые дела – символ месяца Рамадан. О малоимущих семьях тоже не забыли. Для них подготовили продуктовые наборы. Туда входят мешки сахара, муки, масла, чай и сладости для детей. Очень приятно то, что не забывает нас. Каждый год по праздникам нас навещает, приносит помощь. Очень приятно, конечно. Спасибо. Всего за этот месяц в Карабулаке удалось охватить продуктовой помощью свыше 100 семей. Все это благодаря предпринимателям города, которые совместно с местной администрацией стараются помочь тем, кто в этом действительно нуждается. В Сунже же на ифтар собирались целыми семьями и тейпами. Свыше 150 людей собрались здесь под кровом шатра Рамадан. Местные власти постарались красить этот вечер не только щедрым угощением, но и устроить гостям приятный досуг в кругу друзей и знакомых. Много людей, все довольны, все очень хорошо организовано. Это организовали администрацию города. Там я рясхал, дух кайга, дух нах, бузбе, дух мискшнаха, дух гунабашнаха, сахам такачат, охоз ваша была бобы. Месяц чистых дел – марафон добра, который, как заявил глава региона, не должен ограничиваться конкретными сроками проведения. Необходимо продолжить сеять благо после священного месяца Рамадан. Каждый глава села раз в квартал будет отчитываться, что он конкретно в селе сделал для халбажбу наради, особенно бойдажбирежия, отдельно бажбал, марубажбал, ханага. Что для них сделано? Каждый юрт, почти каждый юрт, стой каждый подрядчик, навык, тинкал, козок раствор, козок бетон, я кирпич, шифр, я нахуй халх один целый, даже делал, да, хоз булок на белхи я шам. А там наш белхи я хам хайди дезус, тепен нахар бабус, молодежь, общественный совет, я стан волонтеры, я хамди волонтеры, с белхи. Цевулка, она мала много смотрит, молодые, фудовые, это хаждовые. Да, обета, марибета особенно, док волок ждет, хаким ждет, хаким вас ждет, волок молодец, чан алгабу сану, десятча бехтал. Именно добрыми делами славится человек. Делать добро всегда приятно. Добровольное пожертвование, небезразличие к ближнему – основа нашей религии. Помощь может быть разной. Главное – желание помочь. Жардат Хулхоева, Новости 24. 83 тысячи выпускников по всей России сегодня сдавали единый госэкзамен по иностранному языку. Он разделен на 2 этапа. Сегодня устная часть. Английским и французским блистали 59 11-классников в Ингушетии. Пока этот предмет на усмотрение ученика, но с 2022 года иностранный язык станет обязательным. Все подробности у нашего корреспондента. До начала экзамена всего 10 минут, но учащиеся 18-й Малгобекской школы вместе с педагогом все еще готовятся к сдаче, вплоть до регистрации на пункте. Сегодня ребята сдают английский язык, и каждый из них надеется на высокий балл. Алиме Ужаховой он необходим для выбранной профессии. Она собирается в будущем пополнить ряды журналистов. Со 2 класса, вот как мы начали его изучать, он мне всегда нравился, легче всего давался. И поэтому я вот, когда стал выбор, что сдавать, и в 9 классе выбрала, и в 11-м,
И вот для поступления он мне нужен. Сегодня свой уровень знаний по английскому и французскому языкам здесь проверяют 59 ребят. Стоит отметить, что 406 пункт, открытый на базе 6-й школы, не единственный, где сдают ЕГЭ по иностранным языкам. Одновременно его пишут и в 11-й Назрановской школе. Цель единого госэкзамена, отмечают организаторы, одна – проверить тот багаж знаний, который ребята усвоили за все 11 лет по сдаваемому предмету. Потому соблюдены все меры для чистоты сдачи. Камера, видеонаблюдение, доступ, проход, вход, регистрация участников, полностью досмотр, все вот это все прописано, то, что есть у нас, все проходит в обычном режиме, все нормально. Экзамен по иностранным языкам отличается от остальных. Тест разбит на две части – устную и письменную. Письменная часть состоит из 4 разделов, в каждом из которых по 10 заданий. Ее 5 июня сдавало около 83 тысяч участников по всей стране. Сегодня учащиеся сдают уже устную часть, состоящую из 4 заданий. На выполнение устного экзамена ребятам отводится 15 минут. Каждый сдающий проходит 2 аудитории. В первой аудитории они практически готовятся, получают инструктаж, как нужно, провести вторую часть экзамена. Входя во вторую, аудиторию, ребенок уже надевает наушники, у него, специально для него оборудованный стол, по 4 человека группами, они сдают устную часть, то есть говорение. Они наговаривают на, информационный носитель свои задания, отвечают на вопросы, и это уже будет оцениваться. Результаты экзамена будут известны не позднее 24 июня. Впереди у сдающих ЕГЭ по обществознанию, которое пройдет 10 июня. Напомним, что основной период единого госэкзамена в этом году стартовал с 27 мая и продлится до 1 июля. А тот, у кого не получилось сдать сейчас, есть шанс реабилитироваться в сентябре, когда начнется дополнительный период сдачи. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, по всей России прошла акция «Водитель, будь внимательнее». К ней присоединилась и Ингушетия. Понаблюдали, как ведут себя автолюбители и в каком состоянии сами точки пересечения. Идрис Ижиев расскажет. Профилактика правил дорожного движения, акция целенаправленно, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Международный день безопасности на переездах впервые отметили в 2009 году. Он был учрежден по инициативе Международного союза железных дорог и отмечается более чем в 40 странах мира. В Ингушетии железнодорожных переездов 4, и все они остаются зоной повышенной опасности. Решили поддержать акцию по обеспечению безопасности железнодорожных переездов в целях безопасности, профилактики данных мероприятий на данном участке. Почему выбираем именно данный участок? Потому что на данном участке у нас есть зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. Раз в год у нас встречаются такие случаи, а иногда и 2. Поэтому мы хотели бы эти случаи минимизировать, провести такую профилактическую работу. В интернете много роликов, где автомобиль попадает под многотонный поезд. К примеру, на этом видео, снятом несколько лет назад, железнодорожный состав уступает дорогу автомобилю, и это происходит в Ингушетии. Железнодорожный переезд по улице Чеченская в Назране оборудован только световым сигналом. Шлагбаума и устройства заграждения от несанкционированного въезда на рельсы нет, поэтому водители на свой страх и риск проезжают под запрещенный сигнал. В связи с тонировкой, несоблюдением правил у нас большое количество аварий. Надо принимать участие, проводить какие-то акции и стараться как-то хотя бы предотвратить дорожные происшествия. Статистика автокатастроф с участием железнодорожного состава в Ингушетии одна из лучших по стране, но тем не менее профилактика лишней не будет. Стоит заметить, большинство водителей, как правило, соблюдают осторожность и призывают к этому других. Уважительно, друг друга, скорость превышает скорость. Скорость, главное, скорость. Дорожное движение соблюдать, что важно, чтобы доводы живаться, сага зедваться, шин зедваться, шицах шива, шидизу всяких огогу. Нет хар мало, сага хадис, керт ждал дис, вах что загчо. Шицах дизел болги, шимо бо нах он нет лильги. Машины хар сахли, правил нарушать дис можно, шин зеду. Нага зеду, шина балбу, нага балбу.
пропустить и переждать, пока пройдет поезд. На все это уйдет всего несколько минут, но водителям, как правило, некогда. Пересекая рельсы, надеяться на авось. А ведь одно неосторожное движение, и все может закончиться трагично. Тягаться с локомотивом бесполезно, и прорываться на перегонки тоже. Лучше позаботиться о собственной жизни и душевном спокойствии родных. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. Теперь секция спортивной гимнастики есть и в селении Троицкое. Там в одной из местных школ будут готовить атлетов. Сейчас ребята осваивают элементы гибкости, силы и координации. Тему продолжит Харун Аздоев. При всем многообразии видов спорта в нашей республике ребята сельского поселения Троицкое не остались без возможности заниматься одним из самых зрелищных и в то же время одним из наиболее сложных видов спорта – спортивной гимнастикой. Большинство мальчишек непоседы, они обожают бегать, прыгать и скакать. Именно такой Зелимхан Пугоев, энергия которого просто бурлит. И родители быстро определились, в какое русло ее направить, отдав его секцию спортивной гимнастики, что уже само по себе для 6-летнего мальчика серьезное испытание. Мне очень тяжело, но если буду слушать тренера, тогда я еще смогу. Я сюда записал антиз, я чувствовал, был довольным. Я хочу, что я получил медали, картины и кубок, что я говорил много микрофона. Особенно я хотел быть сильными. Тренировки в школе спортивной гимнастики идут круглый год, даже в период летних каникул. Это вид спорта, в котором принципиально важны сила, ловкость и выносливость, а их необходимо развивать постоянно. Спортивная гимнастика считается одним из самых красивых, динамичных и зрелищных видов спорта. Выступления спортсменов здесь оцениваются по сложности выполнения элементов, их чистоте и отсутствию ошибок. У каждого старательного мальчишки есть все шансы вырасти до уровня Олимпиады. Именно с такой мотивацией Аслан Заитов пришел в новую секцию спортивной гимнастики. Глядя на этого юного атлета, понимая, что пройдя гимнастический тренинг, он вырастет смелым человеком. Ведь для того, чтобы ежедневно взбираться на высоченные перекладины и выполнять сложные элементы, нужна настоящая, а не поддельная храбрость. Я занимаюсь здесь 2 месяца, и я научился делать шпагат, угол, стойка на руках. Больше мне нравится шпагат. Меня сюда отец записал, и мне нравится спортивная гимнастика. И здесь интересно. У меня есть уже друг, и мы хотим попасть на соревнования. С тех пор, как любители спорта в нашей республике познакомились с этой спортивной дисциплиной, как говорится лично, интерес спортивной гимнастики постоянно растет. И отсюда открытие все новых секций. К 10 годам юные гимнасты уже выходят на межрегиональный уровень, в 12-14 лет на всероссийский. За всем этим стоят годы кропотливой работы. Тренер тут строгий, но может и расслабиться вместе со своими учениками. Кто действительно старается, тому и 100 раз объяснит, но лентяям спуску не дает. Первый год обучения у нас будет акцент на дисциплину, потому что многие дети, они не ходили в садик, допустим. Многие дети не привыкли к такой среде, когда за ними контроль жесткий. Поэтому здесь вот из минусов можно выделить только дисциплину. То есть над ней мы сейчас усиленно работаем. По крайней мере, первый год это будет дисциплина жесткая. Дальше мы уже будем из них более акцент делать именно на гимнастику. Сейчас у нас дисциплина. А из плюсов, главный плюс – это энергия детей. Они заряжают меня, я заряжаю их, стараюсь. И энергия – это, конечно, огромный, жирный плюс для детей Ингушетии. Это их энергия. Воспитанники этой спортивной секции по своей сути бойцы, влюбленные в свое дело, и на примере тренера они все вместе идут к заветной цели. Поэтому в этом виде спорта случайных детей нет. Ребенок, занимаясь спортивной гимнастикой, развивается не только физически, но и становится целеустремленнее других, закаляя характер и силу воли. На завораживающие выступления гимнастов можно смотреть бесконечно. Харун Аздоев, Султан Мулгучев, Новости 24. Сейчас анонс. В эту субботу в 21:40 о самых заметных событиях из жизни Северного Кавказа вам расскажет Зелимхан Калоев в еженедельной информационной программе «Новости СКФО». Роковое начало и стабильное настоящее. Ты не боялся с высокой трибуны провозгласить, что род твой не изгой. Ингушетия отметила свой 27-летний юбилей. Смертельный укус, опасная, ядовитая, хитрая. Любой человек испугается.
Гюрзе, тем более Гюрзе укусила. Есть такой человек, чтобы не испугался? В Дагестане фермер чудом выжил после встречи со змеей. Ураза Байрам Ид Аль-Фитр Мархаш. В Ингушетии отметили один из главных праздников мусульман. Жители Поднебесной в шоке. Протест в домашних условиях. Как вы видите сейчас, когда я сокращаю мышцу свою, кисть разжимается, пальцы разжимаются. Когда я перестаю сокращать, пальцы назад сжимаются. Ставропольц забрал золотую медаль на международном конкурсе исследовательских проектов в Китае. Экстрим Драйв. Скоро. В горах Карачаево-Черкесии пройдет чемпионат России по маунтинбайку. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.